что в голову придет, то и вяжу. Марийские узоры, да, вяжу только я одна. Которые изобилие и непонятно что налеплено. Говорили, фу, да марийский, да кому это надо. А делать как мариваты. Это знак солнца, знак удачи, благополучия, процветания вот этот. И в то же время внутри знака этого узор сохраняет семью. Я еще в Казани обучаюсь тут в техникуме народных художественных промыслов на ювелира. Вот это первая моя работа в техникуме на ювелира. Выпиливала все лобзиком, все вручную, потом это все вот припаивался, этот камень яшма. До этого собирала украшения национальные из готовых частей, как пазл. Там монеты с каким-то, как сказать, к чему-то, там цепочки небольшие. Мое творчество, оно вообще началось очень-очень давно. Это с детства я этим занимаюсь, потому что мои бабушка, тетя, мама в окружении всей нашей семьи всегда шили, вязали, вышивали. По профессии я вообще плотник-столяр, мебельщик, станочник 3-го разряда. Я когда только начинала делать, имеется в виду только в национальный перешла, и очень было сомнений много, потому что у нас в Мариэле как-то в тот момент, когда я только начинала, говорили, фу, да марийский, да кому это надо. Молодежь не очень-то хотела это все одевать на себя и применять, видимо, в жизни. И я как-то так это потихоньку начала показывать, что можно национальные узоры сделать носибельные в современном мире. И не будет это выглядеть как а-ля там попугай, я вышла с какого-то фестиваля, там сбежала или еще что-то. Начала с небольших таких, на джинсовых куртках начала вышивать на спине марийский узор, показывать, что наша же тоже очень красивая вышивка. И свитера есть, и юбки есть, и кардиганы есть, и всевозможные, и шарфы, и шапки, и все. Иногда даже бывает, что во время вязания рождается что-то. Набрала петли, потому что я без выкроек, без ничего вяжу. Джемперы там зависит тоже от узоров, сколько времени потрачено, из каких ниток. От 3,5 и выше. Стала в интернете выставлять это. И там произошел какой-то бум вообще, даже за пределы республики сразу, мгновенно там все это произошло. А с Башкирии вот очень много, там уральские Марии у нас живут. Они такие активные, покупают. С Татарстана тоже очень часто. Я не смогу свою работу повторить в один. Хотелось прям изначально. У нас были женщины-литейщицы раньше, в древние времена. Они изготавливали украшения для своего рода, для своего племени, можно сказать, для своей семьи. И была такая фабула, она такая была большая, огромная, до 15 сантиметров она доходила, потому что ворот был очень, так сказать, глубокий в марийском костюме. И вот это прикрывалось, она как вместо булавки была, и в то же время она защищала грудь. Одна из частей головного убора. Они цеплялись раньше к головному убору вот здесь как, а я тут немножко его видоизменила и сделала